Итак, переходим к актуальному курсу валют. Согласно информации Центробанка, доллар остановился на отметке в 77 рублей 79 копеек. Евро сегодня стоит 84 рубля и 14 копеек. По выгодной купле-продаже доллара в Якутске лидирует Банк Восточный. Покупает американскую валюту за 77,68, а продает за 78,96. В случае с евро все так же. Самое выгодное предложение все за тем же Восточным банком. Покупает европейскую валюту за 84 рубля 53 копейки, а продает за 85 рублей и 80 копеек. На фоне текущей ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей. Об этом заявил глава государства накануне в своем обращении к гражданам страны. Владимир Путин сказал, что ранее выплата составляла 8 тысяч. По мнению президента, необходимо, цитата, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей. Выплаты ветеранам к 75-летию Победы должны осуществить в апреле. Путин сказал, что необходимо сделать все переводы ветеранам и труженикам тыла, напомню, это по 75 и 50 тысяч рублей соответственно, до майских праздников. Все меры, которые принимают и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас, нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна наша помощь и поддержка. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на тот вызов, с которым мы сталкиваемся. Айсен Николаев взял под личный контроль выполнение поручений президента России. Глава подчеркнул, что с учетом расстояний и климатических условий региона особенно своевременно было принято решение об автоматическом продлении социальных пособий и льгот. Также Николаев согласен с тем, что особое внимание государства должно быть уделено семьям с детьми. Решения, которые президент озвучил, они очень важны. Важны не только для малого бизнеса, который сегодня, на мой взгляд, получил реальную уже возможность дальнейшей жизни, дальнейшего существования благодаря решениям нашего президента, но и для социально незащищенных слоев населения, в отношении которых тоже будут новые меры поддержки. И, конечно же, в Республике Саха-Якутия все, без исключения решения президента, в ближайшее время мы исполним. Ряд поручений сегодняшнего утра я уже в адрес правительства дал. Ну и, конечно, это будет делаться вкупе с теми решениями, которые были приняты и на уровне республики, в том числе по поддержке малого бизнеса, по поддержке лиц пожилого возраста. Кроме того, работы торговых объектов, общественного транспорта и развлекательных учреждений ограничат в городе Якутске. Президент объявил нерабочими днями всю следующую неделю, и власти Якутии должны усилить ограничительные мероприятия в целях самоизоляции людей. Об этом сказал Айсен Николаев в ходе своего ежедневного брифинга. Он сообщил, что прошли обсуждения с главным санитарным врачом региона и администрацией Якутска. Будут приниматься решения о введении ограничений в работе торговых объектов, общественного транспорта, различных развлекательных учреждений, в том числе и на открытом воздухе. Возвращаемся к посланию президента. В конце своего обращения накануне Путин отдельно выделил две меры финансовой стабилизации, поскольку они, по его собственному выражению, непростые. Но все полученные с их помощью дополнительные доходы, заявил Владимир Путин, будут направлены на поддержку тех, кто в ней нуждается. И чтобы продолжить обзор экономических событий, я передаю слово своему коллеге Ивану Лазаренко. Иван, как на практике будут выглядеть результаты всех этих финансовых мер? Василий, приветствую. Даже если говорить только о введении налога на доходы физических лиц на процентные доходы по вкладам в совокупности превышающими 1 миллион рублей, то введение этой меры, только этой меры, принесет в бюджет страны порядка 150 миллиардов рублей.
Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Бюджет может получить порядка 150 миллиардов рублей от реализации анонсированной президентом меры по налогообложению процентных доходов с крупных депозитов и инвестиционных счетов. В своем выступлении Владимир Путин пообещал, что все дополнительные доходы будут направлены на помощь людям с детьми и оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Эксперты считают, что фактически это означает первый серьезный раунд перераспределения налоговой нагрузки в зависимости от благосостояния людей. Ну а стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов 26 марта выросла на 1,2% до $27.55 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи на 3:30 утра по московскому времени. Накануне цены на нефть в Лондоне падали ниже отметки в $26, однако позже ситуация стабилизировалась и стоимость барреля достигла $27.80. Цена барреля с поставкой в июне торгуется уже по $30. Это на 70 центов ниже, чем на вчерашнем максимуме. На этом фоне биржевой курс рубля немного укрепился по отношению к американской валюте. На момент окончания торгов на московской бирже доллар стоил 78 рублей 25 копеек, а единая европейская валюта 85 рублей 10 копеек. В связи с законодательной отменой банковского роуминга Сбербанк объявил о новых условиях переводов внутри банка. Сбербанк постепенно распространит их на всю страну, начнет с Дальнего Востока. Переводы с карты Сбербанка на другую карту Сбербанка, независимо от того, открыт ли счет получателя в том же регионе, что и счет отправителя, будут бесплатными в пределах, правда, 50 тысяч рублей в месяц. На эту же сумму будут бесплатны переводы между картами, открытыми в одном и том же регионе. Размер комиссии при переводах на сумму свыше 50 тысяч рублей составит 1% от суммы, но не более 1 тысячи рублей. Сейчас все онлайн-переводы через банкоматы, Сбербанк онлайн и мобильный банк между дебетовыми картами Сбербанка внутри одного региона бесплатны, а переводы на карту Сбербанка, открытую в другом регионе, облагаются комиссией в 1% от суммы. Со 2 апреля новые тарифы по переводам будут действовать на территории Дальнего Востока. Импортные пошлины на ряд товаров первой необходимости могут быть обнулены. Это сгладит последствия ослабления рубля и пандемии коронавируса и сдержит рост цен. Несмотря на то, что большинство продуктов мы производим внутри страны, большая доля сырья и оборудования завозится извне. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 25 марта решено временно снизить или отменить ввозные пошлины на ряд товаров первой необходимости. Перечень товаров будет сформирован в течение ближайшей недели. В основном это касается продуктов питания, детского питания и товаров широкой номенклатуры медицинских средств, лекарств и компонентов для их производства, то есть тех товаров, которые испытывают сейчас повышенный спрос. В свою очередь, Минсельхоз обратился к отраслевым ассоциациям с просьбой подготовить предложение по установлению нулевой ввозной пошлины на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие в целях сдерживания роста цен на социально значимую продукцию. Ассоциация автодилеров просит вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения и программу утилизации для коммерческого транспорта, следует из письма ассоциации на имя главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Чтобы избежать череды банкротств и большого количества сокращений персонала, автодилеры предлагают Минпромторгу обратиться к мерам поддержки, зарекомендовавшим себя в предыдущие годы. В частности, предлагается возобновить программу льготного автокредитования на покупку легковых машин для всех категорий граждан России, при этом увеличить параметр стоимости автомобилей, произведенных на территории страны, до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Существенно увеличить объем выделяемых средств господдержки для текущих адресных программ «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Свое дело» и других. И разработать новые программы для других категорий. В частности, коммерческого транспорта предлагается возобновить программу утилизации, увеличить объем выделяемых средств господдержки для существующей программы льготного лизинга транспорта. Ну а компания «Алроса» приняла решение отменить ближайшие аукционы, однако предоставить клиентам, испытывающим потребность в таком товаре, возможность поучаствовать в торгах в онлайн-формате. Онлайн-аукцион по продаже алмазов специальных размеров, это более 10,8 карата, будет проходить по 6 апреля. В его основе лежит технология цифровых двойников, при помощи которых клиенты получают доступ к полной цифровой копии каждого алмаза для детального анализа. Это позволяет покупателям тщательно оценивать сырье и принимать информированные решения о его покупке дистанционно, без необходимости физического просмотра, основываясь на исчерпывающих цифровых данных о предложенном ассортименте алмазов. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.
Ну а как будет развиваться ситуация в мире финансов и экономики, я расскажу в следующем выпуске. Да, Иван, спасибо за информацию. А я напомню, что с экономической ситуацией в стране нас ознакомил мой коллега Иван Лазаренко. Ну а мы двигаемся далее. Книги, сериалы, спектакли и фитнес. Обо всем, что стало бесплатным из-за карантина, готова рассказать моя коллега Юлия Великодная. Она подготовила подборку онлайн-сервисов, которые на время эпидемии готовы предоставить доступ к развлекательному и образовательному контенту на безвозмездной основе. Передаю ей слово. Здравствуйте, коллеги! Расскажу, чем еще можно заняться помимо просмотра телеканала «Якутия-24». Все нижеперечисленное предлагается бесплатно. Российские школы, перешедшие на дистанционный формат обучения, уже используют различные образовательные платформы, доступ к которым открыт для каждого ученика, учителя и родителя. Итак, начну с образовательных сервисов. Интерактивные уроки по всему школьному курсу лучших учителей страны предоставляет российская электронная школа. Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Московская электронная школа – это широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков, проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов. Все это доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. Доступен и отдельный телеканал Мособр-ТВ, первое познавательное телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира. А также доступны образовательные платформы Учи.ру, Сириус Онлайн, портал «Билет в будущее», Олимпиум, сервис Я-класс, система маркетплейс образовательных услуг, онлайн-платформа «Мои достижения». Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов предоставляет издательство «Просвещение». При этом для работы с учебниками не потребуется подключение к интернету. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школьникам узнать о принципах искусственного интеллекта, о машинном обучении, больших данных, правилах безопасного поведения в интернете и других. Занятия реализованы в виде онлайн-игры и адаптированы для 3 возрастных групп. Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли Фоксфорд, интернетурок.ру, онлайн-школа Skyeng. Занятия на платформах ведут преподаватели ведущих вузов страны. Пока дети продолжают обучение онлайн, родители могут прочесть книжку-другую. Альпина, Литрес, Букмейт открыли в своем приложении бесплатный доступ к книгам. На месяц бесплатным для новых пользователей станет издательство о современной культуре «Гараж». Naked Science предоставил бесплатный доступ ко всем научным журналам, а Image Comics – доступ к огромному количеству первых выпусков своих комиксов. Эксмо дарит 30 книг бесплатно. В перерывах между самообразованием за 1 рубль можно получить 3-месячную подписку на музыку ВКонтакте. В скором времени такое предложение станет доступно и для новых подписчиков единой музыкальной экосистемы ВКонтакте, Бум и Одноклассников. Кинопоиск, HD, Море ТВ, Иви, Премьер, Ока и Амедиатека. Эти платформы известны любителям кино и сериалов. У каждого сервиса свои бонусы. Это как бесплатный доступ ко всем фильмам и сериалам до конца апреля, так и скидка. Самое подходящее время пересмотреть якутские фильмы, киноленты Саха-Вуда онлайн в HD-качестве на сайте sahamovie.ru. Также Минкультура Якутии запустила свой YouTube-канал, где представлены спектакли местных театров. Также подготовлены 32 виртуальных тура по музеям республики. Во всем мире тренеры и инструкторы переходят на обучение и занятия в режиме онлайн. Домашние тренировки инструкторов различных направлений начал показывать наш телеканал в прямом эфире. Включение проходит ежедневно с 10:15 до 11 часов по якутскому времени. Зрители телеканала смогут укрепить здоровье и поддерживать себя в форме даже в условиях домашнего карантина. Коллеги, у меня такая информация. Передаю вам слово. Да, Юлия, спасибо за обзор. Ну а мы переходим к событиям за пределами страны. Мировые новости далее в эфире. Китайская провинция Хубэй минувшей зимой оказалась в эпицентре эпидемии коронавируса. В результате жестких мер властей, в том числе и блокады, напасть отступила. Теперь ограничения постепенно снимаются и восстанавливается связь провинции с остальной территорией страны. А это значит, что многие семьи смогли воссоединиться. О самых трогательных историях Артем Сторонов. В городах провинции Хубэй возобновляют работу железнодорожные станции и аэропорты. Они были закрыты в конце января из-за вспышки эпидемии коронавируса в административном центре Уханя.
Сообщение с внешним миром прервалось. Никто не мог въехать в Хубэй и покинуть ее. Власти ввели карантин по коронавирусу накануне Нового года по лунному календарю, когда члены семей, разбросанные по всему Китаю и за его пределами, собираются вместе. Из-за жестких ограничений миллионы людей лишились возможности воссоединиться с родными и близкими не только на празднике, но и после них. Чэнь Тин вместе с 3-летним сыном приехала домой из города Циньюань в провинции Гуандун на юге Китая. Там у нее оптовая торговля. Коронавирус помешал ей встретиться с родителями. Как только женщина узнала, что родные места снова открыты, она тут же забронировала билеты на поезд. По словам Чэнь Тин, она не может поверить, что наконец увидится с отцом и матерью. Говорить о массовом возвращении пока не приходится. В поездах много свободных мест, на перронах и в вокзальных залах немноголюдно. Все приезжающие проходят проверку. Они должны предъявлять так называемые QR-коды здоровья на своих смартфонах. Доказательство, что они не находились в зонах повышенного риска в течение последних 2 недель. Полиция и служащие железной дороги постоянно повторяют, что прибывшие из-за рубежа обязаны заявить об этом. Если кто-то попытается утаить такую информацию, власти все равно узнают, и тогда будет хуже, предупреждают граждан должностные лица. Клиентура у таксистов и моторикш пока не богатая. По словам одного из них, который представился как Чао, ждать пассажира приходится часа 2. Ограничения в городах Хубэя начали смягчаться с 16 марта. Получили разрешение возобновить работу некоторые коммерческие предприятия, например, магазины сотовой связи и цветочные лавки. Сотни тысяч американцев находятся сейчас дома на карантине из-за пандемии. Но это не значит, что они сидят сложа руки. Некоторые пытаются оказать посильную помощь в борьбе с болезнью. О принимаемых мерах Роман Чуриков. Солнечный весенний день в Центральном парке Нью-Йорка. На первый взгляд он ничем не отличается от обычного мартовского утра. Люди гуляют, отдыхают на лавочках, занимаются спортом. Но только на первый. Если присмотреться, можно увидеть больше людей в масках. Многие стараются соблюдать дистанцию с собеседником. Словом, жизнь продолжается, но пандемия коронавируса вносит свои коррективы. Я не то чтобы волнуюсь, ведь я активно пытаюсь что-то поделать с болезнью. Я призываю всех своих родственников сидеть дома. Моей маме 80, и ей выдано очень строгое предписание не выходить на улицу. Я же занимаюсь продажей недвижимости, так что мой бизнес остановился. Спрашиваю людей, кому и чем могу помочь. Грейс не единственная, кто пытается вносить свою посильную лепту в борьбу с коронавирусом. Например, Смита Пол уже 17 лет работает из дома. В 2003 году она решила посвятить себя давнему увлечению – любви к тканям и открыла крохотную швейную мастерскую. И когда встал вопрос об острой нехватке медицинских масок в Калифорнии, опыт и коллекция Смиты оказались очень кстати. Я поискала выкройки в интернете, а потом зашла на сайт Департамента здравоохранения и изучила их рекомендации. Оказалось, что лучше всего подойдет материал для плотных толстых футболок. А у меня как раз его много. Я же на протяжении всей своей карьеры коллекционировала ткани. Сначала Смита и ее помощники сшивали 6 масок в день. Но теперь это кустарное производство выпускает по 100 средств защиты в смену. От этого так хорошо на душе. Ведь все эти люди со мной даже раньше не были знакомы, а сейчас работают тут бесплатно. Они волонтеры, ответственные граждане, которые хотят хоть чем-то помочь. В добровольцах сейчас отчаянно нуждаются и американские банки крови. Из-за эпидемии и резко сократилось количество доноров. Кто-то сидит на карантине, а кто-то опасается лишний раз контактировать с иглами и врачами. Несмотря на то, что Красный Крест утверждает, что при переливании крови коронавирус человеку не передается. Узнав об этой проблеме, некоторые американцы решили впервые в жизни прийти на донорские пункты. Я никогда этим раньше не занимался, но из-за всего, что сейчас происходит, мне показалось, что особенно важно прийти сюда. Многие процедуры отменили, люди испугались из-за коронавируса. Но мне кажется, что тут безопасно, доктора заботятся о нас. Помощь всех этих людей особенно важна и в свете последней статистики. США вышли на 3-е место в мире по количеству зараженных коронавирусом. Их уже 55 тысяч, почти 800 человек погибли.
Правительство же Италии повышает до 3000 евро штрафы за нарушение карантина по коронавирусу. Объявивший об этой мере премьер-министр одновременно выразил надежду на постепенное ослабление жестких ограничительных мер. Число новых случаев заражения в стране снижается, но между тем количество летальных исходов продолжает расти. В то же время все больше людей выздоравливают, рассказывает Артем Сторонов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал в среду новые суммы штрафов для нарушителей карантина по коронавирусу. Мы ввели штраф, размер которого составит от 400 до 3000 евро, поскольку прежние правила нарушались. Отныне действуют новые штрафы. Все предприятия в стране, не связанные с жизнеобеспечением, закрыты до 3 апреля. Люди обязаны находиться дома. Срок может быть продлен еще на 4 месяца. Это не значит, что действующие ограничительные меры останутся в силе до 31 июля. Это крайний срок, но мы готовы в любое время и надеемся, что очень скоро ослабить ограничения или даже отменить. Мы надеемся, что сможем вернуться к прежним жизненным привычкам до этой даты, гипотетически установленной в начале. Больница Кассаль-Палокко в Риме с недавних пор принимает исключительно пациентов с коронавирусом. В отделении реанимации 30 коек, еще 68 для вновь поступивших и выздоравливающих. За 31 день действия чрезвычайного положения в Италии число инфицированных вплотную приблизилось к 70 тысячам. По данным на вторник, умерли 743 человека. За время эпидемии больше 6800. В то же время новых заболевших стало меньше. Выздоровели свыше 8300 пациентов. Из них 894 за минувшие сутки. Пирамиды в Гинзе закрыты на дезинфекцию. Министерство по делам древности Египта приступило к санитарной обработке. Между тем остановлены и археологические раскопки. Елена Островская с подробностями. Египетские власти приняли решение закрыть и продезинфицировать комплекс пирамид в Гизе, неподалеку от Каира. Последняя из дошедших до наших дней 7 чудес древнего мира закрыта на карантин из-за эпидемии COVID-19. По словам директора комплекса Ашрафа Махи-Эльдина, работы проводятся с особой осторожностью. Мы приступили к первой фазе дезинфекции, за ней последуют другие. Пока мы обрабатываем все туристические объекты, однако артефакты требуют особых материалов. Ими должна заниматься команда квалифицированных археологов, чтобы не причинить ущерба памятникам. Обработке обеззараживающими составами подвергаются входные группы для посетителей, рентгеновские аппараты для сканирования, билетные кассы, дорожки, ведущие к пирамидам, и сами пирамиды. Меры предосторожности приняты в отношении всей туристической инфраструктуры Египта, включая отели. Вынужденная пауза используется также для реставрации некоторых памятников. По решению правительства на 2 недели введен комендантский час. Закрыты музеи и места проведения раскопок. Приостановлено авиасообщение. Во вторник Министерство здравоохранения подтвердило 36 новых случаев заболевания. Всего их пока 402. Умерли 20 человек. Выздоровели 80. Возвращаемся к новостям нашего региона. На дистанционное обучение перешел Алданский политехникум. Студенты осваивают дисциплины дома. В общежитии же осталось всего 7 человек. Татьяна Вахнина наблюдала за процессом обучения. В коридорах и аудиториях Алданского политехникума тишина и покой. Гранит наук студенты грызут дома. Знания они получают дистанционно. Опустели не только аудитории, непривычная тишина царит и в общежитии. Порядка 100 иногородних студентов отправились по домам. В комнатах остаются 7 человек. Особый противоэпидемический режим соблюдается строго. Мы этим ребятам обеспечиваем 4-разовое полное питание, потому что у нас есть своя столовая по режиму. Организована система осмотра. Контролю за здоровьем как студентов, так и сотрудников уделяется особое внимание. С введением режима повышенной готовности у медработника Натальи Васильевой круг обязанностей существенно расширился. С измерения температуры и вопросов о самочувствии начинается каждый рабочий день. Каждый сотрудник своими силами, буквально каждые 2 часа специальным средством проводит обработку, санитарную обработку поверхности в своем кабинете.
В политехникуме обучаются почти 5000 студентов. Перед тем, как перейти на дистанционную форму обучения, среди них было проведено анкетирование на наличие компьютеров и интернета. Также тесная связь поддерживается с родителями в целях организации контроля. На удаленный режим работы перешли 25 преподавателей. На сегодняшний день педагоги выполняют свою работу непосредственно дома, в условиях безопасности. Потом по средству связи пересылаются задания сюда, и уже специалист размещает их непосредственно на сайте для общего доступа. Завкафедрой горно-энергетических дисциплин Оксана Давыденко сейчас выкладывает в сеть задания по информатике. Высокоскоростной интернет имеется не повсеместно. Чтобы материал был доступен каждому студенту, преподавателю приходится задействовать разные ресурсы. Мы используем все возможные информационные технологии, возможности мобильного интернета, мессенджеры, удаленные различные социальные сети. Студенты работают на сайте политехникума. Ввиду перегруженности общероссийских виртуальных платформ, где задания выполняют учащиеся всех школ и СУЗов, преподаватели размещают материалы на ресурсе учреждения. Для более легкого доступа мы выполняем всю работу непосредственно через наш официальный сайт Алданского политехникума. Дистанционная форма обучения предполагает основной упор на получение теоретических знаний. С переходом в обычный режим работы в приоритете учебного процесса будет оттачивание практического мастерства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну а в Западной Якутии, в частности в Мирном, усилили работу по дезинфекции. Кто, как и где проводит обработку, расскажет мой коллега Роман Муконин. Умницы мои, на прогулку собрались, правда? Да. Самостоятельно надевает майки и свитера, заодно успевает новой шапкой похвастать. В раздевалке детского сада «Крепыш» малышня готовится к прогулке. Дышать свежим воздухом будут минимум 20 минут. Как раз столько времени персоналу потребуется на дезинфекцию помещения. Спецраствором в группах ежедневно протирают мебель, полы и стены. В коридоре обрабатывают лестничные пролеты. В общем, зараза не пройдет. Тем более, что в каждой комнате есть кварцевые лампы. Мероприятия проводим обычно в стандартном режиме, как при подъеме сезонных уровней. Это соблюдение санэпидрежима, частое проведение влажных уборок, использование дезинфицирующих средств, моющих средств, также использование облучателей и рециркуляторов. Мы оснащены, у нас все это в полном объеме есть, применяется, есть инструкции к ним, согласно инструкциям, приказам, санпинам, все это делается у нас. Санпином не должны пренебрегать и управляющие компании. Проверить, как они убираются в своих домах, конечно, не получится. Но на Солдатова-2 дезинфекцию провели уже утром. Обрабатывать полы и стены в подъездах хлорным раствором нужно минимум дважды в день. На данный момент мы рассматриваем вопрос о том, что о закупке дезинфицирующих ламп для нашего расчетного центра и для где больше всего скапливается народу и много людей, посетителей. Все-таки люди приходят в наш расчетный центр и тоже подвергаются каким-то тоже инфекционным заболеваниям, поэтому мы будем там закупать дезинфицирующие препараты и тоже дезинфицирующее оборудование. Еще одна зона повышенной опасности – это общественный транспорт. В нем профилактику проводят уже с прошлой недели. Ежедневно персонал муниципального предприятия обрабатывает салоны всех своих автобусов. Процедура занимает минут 5. После еще 20 машину проветривают. А водитель в это время как раз успевает пообедать. С этой недели мы сделали 3 раза в неделю, 3 раза за сутки. Но и обеды опять-таки перекрываем уже на двойках и тройках. То есть для жителей города это вообще несущественно, они не видят никакой проблемы в этом. Сколько продлится особый режим, сказать не может никто, но все заинтересованные службы находятся в полной боевой готовности. Роман Муконин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».
Переходим к обзору чрезвычайных происшествий. Землетрясение магнитудой 7,3 было зафиксировано в Северо-Курильском районе накануне. После этого на данной местности была объявлена угроза цунами. В целях безопасности 400 человек были эвакуированы. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как в квартирах трясется мебель и другие бытовые предметы. Кроме того, многие граждане поднялись на сопки, чтобы находиться в безопасной зоне во время цунами. По данным пресс-службы МЧС России, высота пришедшей волны в итоге составила 50 сантиметров. По предварительной информации, никто не пострадал. В ведомстве сообщают, что угроза цунами по-прежнему сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности. Землетрясение произошло в Тихом океане в 250 метрах от города. Жительница Якутска в одночасье лишилась всей коллекции ювелирных украшений общей стоимостью более 370 тысяч рублей. Главным подозреваемым стал сожитель потерпевшей, некоторые факты биографии которого и натолкнули полицейских на его содержание. Подробности узнаем в обзоре Александра Хавренко. Александр, что же стало известно стражам порядка? В свои 28 лет сожитель потерпевшей оказался неоднократно судимым. Но, видимо, старые привычки не смог противостоять соблазну и оживился за счет сожительницы. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Александр Хавренко. Сотрудники 3-го отдела столичной полиции раскрыли кражу ювелирных изделий. В полицию обратилась женщина и сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия общей стоимостью 372 тысячи рублей. Полицейские установили причастность к похищению сожителя потерпевшей. 28-летний мужчина оказался из лиц, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что знал о том, что у потерпевшей в квартире имеются ювелирные изделия. Воспользовавшись отсутствием сожительницы, он похитил золотые цепочки, сережки и кулоны. Мужчина сбыл похищенные, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Часть похищенного была изъята и в скором времени будет возвращена владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции по которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроком до 6 лет. В Якутске к длительному сроку лишения свободы осужден мужчина, прибывший в столицу для сбыта наркотических средств. Подсудимый, находясь в Москве в июле 2019 года, посредством сети интернет вступил в организованную преступную группу в качестве закладчика для распространения наркотиков в Якутске. Согласно полученным указаниям, в августе 2019 года он прибыл в Якутск, где через интернет получил от другого участника преступной группы задание сбыть наркотики, находящиеся в тайнике по определенному адресу. Действуя по дальнейшим указаниям, подсудимый извлек из него сверток с расфасованной в отдельные пакетики партией наркотиков не менее 30 граммов весом и в целях сбыта разложил в тайники по 22 адресам. Умысел осужденного на сбыт наркотического средства не был доведен до конца, поскольку он был задержан сотрудниками полиции в процессе оборудования тайников, а предназначенные для сбыта наркотики изъяты из незаконного оборота. В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, но представленные государственным обвинителем доказательства позволили суду постановить обвинительный приговор с назначением мужчине наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Прокуратура Булунского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Подсудимый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры на почве личных неприязненных отношений причинил своей матери тяжкие телесные повреждения, нанося удары руками и ногами по жизненно важным органам пожилой женщины. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу вступил. В дежурную часть 1-го отдела столичной полиции с заявлением обратилась местный житель, который сообщил, что из его квартиры совершена кража. Похищено 3 бутылки водки и сумка, внутри которой находились документы и банковская карта. Полицейские установили, что потерпевший лег спать, забыв запереть входную дверь. В результате оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в квартирной краже. Им оказался безработный 38-летний местный житель. Выяснилось, что ранним утром мужчина обнаружил квартиру с незапертой входной дверью. Зашел в нее, похитил личное имущество и тихо покинул жилище. В ходе обыска у злоумышленника часть похищенного имущества была изъята. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». 3 детей и 4 взрослых погибли в результате пожара в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. По информации ведомства, на момент прибытия пожарных на месте происшествия наблюдался открытый огонь и сильное задымление в доме. После того, как пожар был потушен, в доме обнаружены 7 погибших, в том числе 2 девочки 2012 года рождения и 1 ребенок 2008 года рождения. В результате происшествия полностью сгорели дом площадью 100 квадратных метров и надворные постройки. Кроме того, повредилась кровля соседнего дома. На месте пожара работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. К ликвидации последствий были привлечены 18 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар был локализован и ликвидирован. На месте пожара обнаружено 7 погибших, 3 детей и 4 взрослых. На месте пожара работают подразделения Федеральной противопожарной службы, проводится разборка проливных конструкций, сотрудники ИПЛ и также дознаватели Государственного пожарного надзора. Причина пожара устанавливается. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня пока все. Александр, спасибо за информацию, держи нас в курсе. Я напомню нашим телезрителям, что обзор чрезвычайных происшествий для нас провел мой коллега Александр Хавренко. Теперь о погоде. Второй день в Нерюнгри идет снег. А ведь буквально позавчера в Южной Якутии ходили по уже почти сухим улицам, а дорожные службы завершили чистку и занялись посыпкой дорог от наледи. Сегодня же пришлось снова подключать снегоуборочную технику. По прогнозу Гисметео, пасмурная погода в Нерюнгри продержится еще пару дней. Как говорят коммунальщики, город обеспечен спецмашинами, уборка проходит в штатном режиме. С утра, пока шел снег, велась подсыпка по всем улицам, и внутри квартальным проездом. По всем заявкам мы сразу старались это отработать. Сейчас как снег прекратился, выйдут работать 4 сначала машины по уборке снега, по очистке улиц. Завтра с утра добавится еще 6 машин. В 5 утра они уже выйдут. Мы будем приводить город в порядок. Сильный ветер и осадки ожидаются на нескольких территориях Якутии. Это Алданский, Нерюнгринский, Мегино-Кангаласский и Хангаласский районы. Из-за сильного ветра и интенсивных осадков на дорогах ограничена видимость, возможно образование снежных заносов. Ожидается снег с порывами ветра до 17-22 метров в секунду. Водителям рекомендуется выбирать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями, а также иметь запасы горючего и цепи противоскольжения. Но о том, какая погода ждет жителей столицы республики в ближайшее время, готова рассказать моя коллега Агафья Гоголева. Она сейчас на прямой связи со студией. Агафья, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, коллега. На улице очень холодно. В Якутске ожидается сильный ветер до 14 метров в секунду сегодня. А завтра температура воздуха в Якутске будет минус 11 градусов, а послезавтра минус 8 градусов. По данным якутского гидромета, завтра, 27 марта, на юго-востоке республики температура воздуха ночью составит минус 10, минус 13 градусов. Местами будет сильный снег. 28 марта также на юго-западе республики температура воздуха будет минус 5, минус 10 градусов. При прояснении на западе и в центральных районах будет минус 23, минус 28 градусов. На севере минус 30, минус 35. Управление автомобильных дорог предупреждает о возможном осложнении ситуации на автодорогах в Вилюйском и Кобяйском районах. Из-за неблагоприятных погодных условий ожидается большие осадки, усиление ветра до 19 метров в секунду. Сегодня в заречных районах Черопчинском, Татинском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, в городе Якутске и его окрестностях порывистый ветер до 14 метров в секунду, а также метель. Сильный снег, местами метель, ветер до 22 метров в секунду прогнозируют уже в Алданском и Нерюнгринском районах. На этом у меня вся информация. Вам слово. Да, Агафья, спасибо за информацию. Ну а мы сейчас расскажем о среднесуточной погоде в городе Якутске и других крупных городах на сегодня. Итак, в Алдане минус 12 градусов, ветер 4 метра в секунду, давление составляет 687 миллиметров ртутного столба. На термометрах Ленска в Западной Якутии минус 10. Облачно, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В Мирном облачность переменная, минус 11 по Цельсию, довольно сильно потеплело по сравнению с утром. Давление 700
732 миллиметра ртутного столба. Ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. Возвращаемся к Южной Якутии. В Нерюнгри -9. Ветер сильный 5 метров в секунду. Облачно и без осадков. Похолодание сегодня коснулось и города Якутска. В столице -14 градусов. Ветер усилился до 5 метров в секунду. И давление 750 миллиметров ртутного столба. Облачно, пока без осадков. К этой минуте у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.